라조다 드린델이야. 아니 가사 에 군시 에 ни сумбатча орбата. Ни Так, сумбатча. сегодня третий день наших зимних учений Копьюкинчи. И сегодня мы продолжим той темой, которой мы с вами говорили в прошлый раз, поскольку я не закончила рассказывать о древней традиции перевода в Китае. Так, чтобы закончить с этой темой, я рассказывал вам об истории переводе буддийских текстов на китайский язык и о том, как был организован этот процесс перевода. Я рассказала, как переводчики в древнем Китае работали. Мы обо всем этом с вами говорили в общем. И если мы хотим разделить историю перевода в Писание на китайский язык, то мы можем выделить несколько исторических периодов. И таких периодов будет 4. 4 исторических периода, на которые мы будем разделить эту историю. И, возможно, если я сейчас покажу вам, как мы разделим эту историю на 4 части, вам будет легче понять. И таким образом я подготовила для вас этот слайд, в котором вы видите выделены эти 4 периода. Когда вы увидите эти даты написанными, то, возможно, вам будет легче понять, о каком времени мы говорим. Первый период — это период правления династии Хань. И это период, во время которого буддизм начал распространяться в Китае и был признанным в Китае. К примеру, мы говорим о выдающемся переводчике, которого на китайском звали Шу Фу. Возможно, его санскритское имя возможно, его санскритское имя Локакшему. И он перевел Титпанна Будда Самукха Вестита Самади Сутру. И все это произошло примерно в 179 году нашей эры, то есть примерно 1844 года тому назад. И был еще другой переводчик по имени Будда Варман, который перевел великое объяснение Абхидharma в 383 году нашей эры, что примерно 1640 лет тому назад. То есть, как вы видите, мы говорим об этом довольно отдаленном исторической перспективе времени. Затем второй период — это период правления династии Суй. И это тот период, когда в переводческих школах собирались тысячи людей, и они
переводили все вместе. Это также время, когда творили такие великие переводчики, как Кумараджива, Буддабадра и Парамарта. А, И Кумараджива жил с 344 до 413 года, Буддабадра примерно в 421 году. Почему мы знаем об этом? Поскольку именно в 421 году он перевел сутру Белого Лотоса. Все это примерно 1600 лет тому назад. Третий период — это период правления династии Сю и Танг. И в этот период количество людей, которые принимали участие в работе переводческой школы, уменьшилось. Это было уже не тысячи людей, но примерно 20-30 человек, и все они имели свои обязанности. И самым известным переводчиком этого времени является переводчик Сюан Цань. Мы знаем, что он начал переводить в 645 году нашей эры, что примерно 1370 лет тому назад. И то есть мы также видим, что это больше, чем 1000 лет тому назад. И четвертый период — это период правления династии Сун. И это примерно 1100 лет тому назад, 10 век нашей эры. И как бы там ни было, этот процесс перевода писаний, буддийских писаний на тибетский занял больше, чем 900 лет, начиная от правления династии Хань до правления династии Сунг. И если мы зададим вопрос, а когда же впервые буддизм попал в Китай, то касательно этого есть различные оценки. Большинство современных историков говорят о том, что согласно истории трех царств, тех исторические хроники, которые были составлены примерно во II веке до нашей эры. И это то, и кроме того, у этого текста есть свой комментарий. В этом комментарии говорится, что был император, которого звали Айди. В первый год его правления, что как раз совпадает со II веком до нашей эры, в то время был человек по имени Да Юэши, либо, возможно, это был не один человек, а этническая группа, которая называлась таким образом. И это были люди, которые проживали в Китае, и они отправили посланника императору, и этот посланник обучил одного ученика при дворе императора одной буддийской сутре. То есть это такое первое свидетельство
свидетельствовало о том, что э, буддийское учение уже присутствовало в Китае и передавалось. И именно это свидетельство считается самым надежным, что уже во втором веке до нашей эры в Китае уже присутствовало буддийское учение. Однако следует понимать, что этот второй век до нашей эры — это лишь начало периода распространения буддизма в Китае. Возможно, это время, когда представители этой этнической группы Да Юйжи, они принесли первые сутры в Китай. Но как бы там ни было, у нас есть этот источник, который свидетельствует о том, что в этот период эти учения уже в Китае присутствовали. И, и этот период распространения буддийских учений длился сотни лет, поэтому это очень длинный период. И у нас есть свидетельство о том, что этот процесс занял так долгое время. И сейчас я хочу продолжить с того места, на котором мы остановились в прошлый раз. Как вы помните, мы с вами обсудили способ перевода, метод перевода во время правления династии Хань, и также о том, что предшествовало правлению династии Суй. И затем период правления Суй и Тан. И среди них, всех этих великих деятелей периода династии Танг, мы говорили, что наиболее выдающимся был именно Сюань Цань. И у него было всего 23 помощника, было 23 ученых в его переводческой школе. И это были самые выдающиеся ученые того времени. И у каждого из них были очень четко определенные задачи, работа, которую они должны были делать, и их деятельность строго регулировалась. И сейчас я хочу рассказать вам о трех главных ступенях, через которые проходил любой переводческий процесс во время правления династии Танг. Итак, среди этих трех стадий, трех шагов, первый заключался в том, что главный переводчик, то, что на китайском называется джуи, этот главный переводчик, который был очень знающим во всех трех корзинах учений, то есть он был знатоком Трипитаки, Винаитак и Сутры и Абхидхармы. Так этот главный переводчик, он знал не только учение сутры, и также учение тантры. Это должность, которую мы называем главный переводчик, это то, что в Тибете в основном называлось Лоцава Чемпу, великий переводчик. И эта должность главного переводчика, она была очень ответственной, очень важной. Поскольку если кто-то назывался главным переводчиком, то он отвечал за весь процесс перевода. То он был тем, кто разъяснял все, что содержалось в том либо ином тексте, всем помощникам, которые присутствовали в переводческой школе. Именно по этой причине этот человек должен быть таким знающим во всех учениях Трипитаки.
И именно это разъяснение сути Писаний было главной ответственностью, главной задачей, которую, которую главный переводчик должен был осуществлять. И, как я уже отмечал, в то время в переводческой школе присутствовали избранные ученые. И эти люди были знатоками сами по себе. Поэтому, возможно, они не нуждались в разъяснении каждого слова того либо другого трактата, текста, но им необходимо было разъяснять все сложные для понимания аспекты, сложные для понимания моменты. Именно это и представляло главный предмет обсуждения. По-китайски этот метод назывался Ян Фуюжи, что означает анализ глубокого смысла. То есть это исследование, которому подвергался любой текст. Это анализ осуществлялся снова и снова для того, чтобы выявить суть, смысл любого писания и обсудить самые сложные моменты такого текста. И во время на этой стадии большие усилия прилагались исследованию. То есть они пытались выяснить смысл написанного в тексте. После этого, когда такой смысл был установлен, значение было установлено, то процесс переходил ко второй стадии. Эта вторая стадия заключалась в том, что после окончания каждого дня перевода эти заметки, которые были составлены во время этого дня, все эти разъяснения главного переводчика, а также все эти дискуссии главного переводчика со своими помощниками, все это записывалось, и все эти заметки в редакцию. Можем сказать так, что это была редакция, то есть особый отдел, в котором с этими заметками начинали работать редакторы. И что же делали эти редакторы? У них были особая ответственность. Они смотрели на китайский перевод. То есть главной их задачей было оценить китайские заметки. И это был такой первый черновик. И они оценивали этот первый китайский черновик. И на этой стадии они еще не прилагали такого большого внимания к стилю, либо каким-то особым аспектам сочинения, композиции. То есть они смотрели лишь на саму суть этого первого китайского черновика. К примеру, когда я перевожу с китайского на тибетский, то время этого я могу объяснить все, что я перевожу на тибетском. То есть, либо термин, который я перевожу, я могу объяснить на тибетском. К примеру, если мы возьмем Пранидана Раджу,
владыку пожеланий, то я могу объяснить каждое слово этого, этого благопожелания. И при этом я могу все это объяснить на, на тибетском, буквальным образом, не заботясь особо о стиле передачи, либо композиции. И именно это они делали на этой второй стадии. То есть они просто проверяли этот первый китайский черновик. А после этого текст отдавали в отдел, который назывался отдел проверки смысла. И в этом же отделе работал редактор, который был знатоком темы, также в темы того либо иного текста. Кроме того, там присутствовал редактор китайского текста и ученый-санскритолог, знаток санскрита. И они проверяли, соответствует ли перевод санскритскому оригиналу, и также проверяли, передается ли смысл санскритского текста на китайском, и есть ли какие-то упущения, есть ли какие-то пропуски в этом переводе в сравнении с оригиналом санскритским прототипом. И если они находили какую-то ошибку, либо какое-то опущение в переводе, тогда они вносили свою поправку, изменения и отсылали этот исправленный текст снова в отдел сочинительства, предыдущий отдел. И, как я уже сказал, все эти ученые, которые работали все вместе, это специалист по китайскому, а также специалист по санскриту и специалист по композиции, сочинительству, то есть по стилю. То есть не просто передает ли язык, китайский язык санскрит, но также как все это написано. И после этого, когда все это было проверено, когда были внесены эти поправки, тогда процесс переходил в свою третью стадию, когда эти редакторы, они получали исправленный текст и вновь должны были проверять его, и проверять его с точки зрения стиля, синтакса. И они и также они снова должны были проверять соответствие этого перевода с санскритом. Почему? Потому что и также они заботились о том, каков китайский язык перевода. Почему? Потому что вторая стадия, они лишь проверяли текст на соответствие санскриту, но они не особо заботились о китайском синтаксе, о китайском стиле. Именно поэтому текст должен был вернуться к этим редакторам китайского языка снова, для того, чтобы они проверили стиль, проверили синтакс и исправили любые проблемные моменты, которые были внесены в текст в связи с этими исправлениями. И лишь после того, когда они все
приходили к полному согласию по поводу смысла, по поводу стиля, композиции, то этот текст передавался из отдела в отдел, и этот процесс мог повторяться несколько раз, много раз, поскольку отдел, например, отдел, который исправлял стиль, синтекс, снова текст направлялся редактору, который проверял, проверял соответствие смыслу, соответствие санскриту. Они оценивали, помогает ли это исправление пониманию того, как изложен смысл. Если они были не удовлетворены этим изменением, то они посылали текст обратно. И этот процесс мог повторяться много раз. И каждый из этих отделов работал, прилагал много усилий для того, чтобы улучшить качество этого перевода. И этот процесс имел китайское имя, которое означало, когда написаны слова, их нужно снова и снова шлифовать. И когда смысл, изложенный этими словами, становится ясным, необходимо проверять это снова и снова. И это процесс, который начался еще во время правления предыдущей династии. То есть это традиция длительного редактирования, исправления, шлифования. Она началась еще, этот процесс начался еще в период перед правлением династии Ши. И благодаря этому сам процесс редактирования, он был очень интенсивным и способствовал улучшению качества перевода. Чтобы привести пример, как этот процесс развивался, есть следующее воспоминание. Как вы помните, когда Сюаньцзянь переводил Йогачара Буми, то министр династии Тан, который звали Шу Цзиньцзон, написал введение к этому переведенному трактату Йогачара Буми. И в этом, если кратко изложить смысл этого введения, вступления, то вкратце он написал, что во время перевода Йогачара Буми Сюаньцзянь был главным переводчиком, и у него было 6 писцов, которые ему помогали. То есть у него было 6 помощников, 6 писцов. Кроме того, был один редактор, санскритолог. Кроме того, еще был один редактор текста, 8 редакторов смысла. Это то, что в тибетской традиции называется великие редакторы. И после этого еще было 7 редакторов, которые на завершающей стадии редактировали стиль всего переведенного трактата Йогачара Буми.
То есть, как мы видим, согласно тому описанию, над процессом перевода и редактирования Йогачара Буми трудились вместе много людей, и они разделяли, разделяли главы, над которыми они работали. И после этого в конце великий министр династии Танг по имени Цзюньчжон прочитал этот перевод со всей внимательностью по просьбе императора. То есть он был последним, кто одобрил этот перевод. И если мы посчитаем количество всех этих людей, которые таким образом трудились над переводом, то их число составляло 24 человека. И благодаря такому скрупулезному процессу редактирования и проверки переводы очень улучшились по сравнению с предыдущим периодом. Как бы там ни было, во время правления династии Танг этот процесс перевода стал намного более структурированным, что привело к таким большим улучшениям по сравнению с предыдущим временем. Эти улучшения можно систематизировать как два главных улучшения. Прежде всего, сейчас, в отличие от предыдущего периода, было лишь около 10, нескольких десятков людей, которые принимали участие в переводе. Тогда, как вы помните, в предыдущий период в процессе перевода принимали участие несколько тысяч, и из этих нескольких тысяч действительно трудились и имели какие-то определенные обязанности лишь несколько человек. Все остальные просто собирались для того, чтобы слушать учение Дharмы. И поэтому, если сейчас над переводом трудились несколько десятков человек, скажем, 20 человек, то это уже в разы больше, чем лишь 3 человека, которые действительно трудились, а все остальные просто слушали учение. Поскольку сейчас у всех этих 20 были четко определенные обязанности и работу, которую они должны были исполнять. Второе улучшение касалось процессу проверки перевода. Как я уже рассказал, этот процесс продолжался долгое время, и благодаря этому качество перевода улучшалось. Кроме того, могли быть разногласия между писцами и редакторами, корректорами. К примеру, у Сюаньцяня был помощник по имени Фацан, и, как я уже упоминал, он был не просто помощником Сюаньцяня, он был патриархом школы Аватамсаки. Он был очень известным мастером того времени. И поскольку он разошелся во мнении касательно значения текста и стиля с другими участниками переводческой команды, с писцами, редактором по стилю, он отказался от участия в этом процессе, он ушел из этой переводческой школы. И он это сделал до окончания процесса перевода. И поэтому это нам говорит о том, что там в этих переводческих командах менялись люди. Это не были какие-то стабильные команды. Почему? Потому что все участники этого процесса были выдающимися
учеными, они были большими знатоками своего дела. И в силу этого между ними могли возникать какие-то разногласия. Почему? Потому что у них у всех были свое мнение, свои идеи. И поэтому сложно было сразу же согласиться с друг другом. И эти дискуссии, они касались как раз смысла перевода. Это не были какие-то личные ссоры, это именно были дискуссии касательно смысла того, что переводилось, стиля перевода. И поэтому такие дискуссии не способствовали качеству перевода. И когда такие дискуссии возникали, главную роль в этом процессе имел главный переводчик. Именно он стремился разрешить все эти разногласия. И поскольку, хотя сама дискуссия способствовала качеству перевода, это было очень благоприятно, когда все выдающиеся ученые высказывали свое мнение. Однако, если такие разногласия не, не разрешались, то тогда нельзя было завершить перевод. Именно поэтому главный переводчик старался завершить эти дискуссии, разрешить эти дискуссии и предотвратить уход любых из этих членов команды. Однако в целом этот процесс способствовал качеству перевода. Итак, следующее, о чем мы могли бы говорить, это метод перевода во время правления династии Сунг. Однако, похоже, у нас сейчас нет для этого времени. 다바지디 그 추즈치아가 스퍼슨 샤네 엄만 로삼장 추즈치아가 많다. Давайте сделаем перевод, перерыв. Давайте сделаем перерыв 20 минут и после перерыва продолжим. Итак, перерыв 20 минут. 다 되네 시암라 되네 Так, продолжим. 다 당기 공 망보 시비브레 다 되게 상월로 자나 나의 수업 저귤 체단 거다 Итак, мы 안디 с вами обсудили процесс перевода. И сейчас я хочу подвести итог этой дискуссии касательно методов, древних методов перевода. Я уже рассказала довольно много по этому поводу. И все эти примеры касались методов перевода в Древнем Китае. И изначально я хотела рассказать об этом очень коротко, но это у нас забрало 1,5 дня учения. Весь прошлый день и сегодня полдня. Однако причина, по которой я хотела рассказать вам об этом,
Всего есть две главных причины, по которым я хотела рассказать вам об этом. Первое — это то, что перевод текстов Дharмы — это совсем не легкая задача. Прежде всего, переводчики должны обладать очень высокой квалификацией. У них должны быть особые качества. Например, главный переводчик должен быть знатоком буддийских писаний, всех трех корзин учений Трипитаки, учения сутры, а также тантры, и также все помощники переводчиков должны обладать своими особыми качествами, и у каждого из них должна быть своя сфера специализации. Например, одни из них должны быть специалистами по санскриту, другие должны быть специалистами в классическом китайском языке, или же они должны быть очень знающими в самом буддизме. Они должны досконально знать смысл учений как сутры, так и тантры. И в прошлом переводческие школы были тем местом, где собирались великие ученые, великие существа. И это было местом, в котором они трудились вместе, трудились все вместе. И поэтому, когда мы читаем даже одно слово из древних писаний, то нам следует понимать, что это слово, которое мы читаем, это является результатом очень длительного скрупулезного процесса размышлений, редактирования, в котором принимали участие много людей. Например, в том, как переводил Сюань Цянь, были эти различные ученые. Среди этих ученых был даже патриарх школы, патриарх Аватамсака, школы Аватамсаки, тоже другой был держателем линии передачи Винаи, также основатель школы только ум и многие другие. То есть эти ученые, которые сотрудничали с ним, они были держателями линии передачи, они были главами философских школ, патриархами, линии передачи. То есть все это были великие существа, и они были главными держателями линии. К примеру, если мы сравним это с деятелями Тибета, то их можно сравнить с такими великими, как Сакья-пандита, Ланчебда, Цунгапа и другие. То есть это не были просто какие-то неизвестные люди. Это были ученые и мастера высокого уровня, и помощники, даже помощники низшего уровня. Они все были кемпу, они все были великими мастерами из великих китайских монастырей. Поэтому это не были просто какие-то случайные люди. И поэтому не будет преувеличением сказать, что все те великие тексты, которые у нас есть в переводе, это плод всего того опыта и реализации, накопленные великими мастерами на протяжении всех, всех, всей их жизни. И нам поэтому нужно признать всю ту трудность, через все эти трудности, через которые проходили эти мастера. И это
драгоценный труд, и нам нужно признать, что это так и есть. Например, в Тибете возьмем мы кангюр, либо тенгюр, это любой текст начинается титула, с названия на санскрите, затем название на тибетском. И причина, по которой все названия текстов повторяются на санскрите и тибетском, это все имеет причины. Первая причина — это чтобы читатели хоть как-то могли прикоснуться к переводу и соединить тибетский с санскритом. Таким образом, они могут прикоснуться к санскриту и понять, как санскрит соответствует тибетскому. А вторая причина — это также заключается в том, что это дает возможность вспомнить о доброте переводчиков, хотя очень сложные тексты. Эти великие переводчики перевели их, чтобы мы смогли понять их. И то, что у нас есть такая возможность, это лишь доброта этих переводчиков. Именно поэтому название всех текстов в Кангюре дается сначала на санскрите, а затем повторяется на тибетском. И также важно помнить, что любые переведенные тексты — это не какое-то абстрактное знание, это то, что необходимо применять на практике. Нам следует, и именно это может привести нас к освобождению. Поэтому должны ценить труд, который был вложен в переводы, поскольку переводить совсем не так просто. И, и все эти тексты содержат то, что мы называем передача благословений. Когда мы читаем эти переводы, в нашем уме возникают различные переживания. И, как иногда говорится, что нет ни одного слова в Писании, которое не является путем для обретения освобождения, если мы знаем, как применять эти слова Писания на практике, то нет ни одного слова, которое бы не вело нас к освобождению. И есть одна история со времен жизни Джадсон Капа. И у него был ученик, который спросил Цанкапу о школе Кадам. Кадампа. Знаете школу Кадам? Он спросил, в чем смысл слова Кадам. И, и в ответ было сказано, что это первое слово Ка означает слово Будды. Это означает, что ни одно слово Будды не должно быть отброшено как ненужное. Каждое слово несет в себе смысл, поэтому это все наставление с помощью слов. Каждый звук учения необходимо принимать как сущностные наставления. Именно поэтому эта школа называется Кадампа. И когда такое и это разъяснение, оно передается в традиции Джатсанкапы, то, каково значение выражения «кадам». «Кадам» означает не терять даже одно слово в Писании, применять все их на практике. Это действительно так. И
Почему? Потому что в учениях Будды нет ни одного слова, которое бы не вело нас к освобождению, просветлению. Во всех этих словах содержатся великие благословения. И мастера прошлого прилагали большие усилия для того, чтобы не было никаких ошибок в переводах, чтобы была незапятнанная, безошибочная передача. И благодаря именно этому эти учения содержат такие большие благословения. Без этого, если бы в переводах были ошибки, тогда не было бы этой передачи благословений. Именно поэтому так важно переводить Писание верным образом. И мастера прошлого прилагали такие большие усилия для перевода как на тибетский, так и на китайский. И эти переводчики, мастера, которые занимались переводом, они были реализованными мастерами. То есть в том, что они переводили, они обладали реализацией смысла этого. Именно поэтому эти переводы несут такое большое благословение. Есть следующее воспоминание глава школы или одной из линий традиции Чань в Китае. Тот, кто известен в Тибете под именем Хашан Махен, тот, кто принимал участие в великом диспуте в Самье. И этот мастер передавал учение Чань в Тибете. Именно благодаря этого мы знаем о нем. Говорят, что он был очень выдающимся человеком, особым существом. И другой известный деятель той же линии, той же школы передачи, школы Чань, имел, звался Хуйнянг. И говорится, что этот Хуйнянг, он не умел читать, но несмотря на то, что он был неграмотным, он был существом выдающихся способностей. И он распознал природу ума и обрел полную духовную реализацию. История того, как он обрел эту реализацию, связана с Ваджрачидика сутры, Алмазной сутры. И в этой сутре есть одно предложение, которое говорит о том, что бодхисаттвы зародили бодхичитту, стремление к просветлению, ни на чем не фиксируясь, ни за что не цепляясь. И когда этот Хуйнян, он услышал это предложение из Алмазной сутры, Ваджрачидика сутры, он обрел реализацию. Однако слышал он это предложение на китайском языке. То есть он опирался на перевод, и несмотря на это, он, опираясь на перевод, на китайский перевод, он обрел эту глубину постижения. И это говорит о том, что этот перевод передавал благословение, нес в себе благословение. И так это означает, что когда мы видим переводы, и я имею в виду древние переводы,
Нам нужно зарождать в себе благодарность и думать о том, что мы обладаем такой заслугой, что у нас есть доступ к переводам мастеров прошлого. И лишь благодаря этому мы можем постигать дарму, которая свободна от ошибок. Мы можем прикоснуться к самому нектару дармы. Мы очень удачливы, что у нас есть такая возможность. И второе — это то, что если в будущем мы каким-то образом будем принимать участие в процессе перевода, если у нас будет такая возможность переводить Писание, то когда у нас будет такая возможность, нам следует придерживаться методов, которые использовали великие мастера прошлого, быть очень осторожными, очень точными с каждым словом. Также необходимо обладать большой скромностью. Недостаточно просто выучить язык, недостаточно прочитать какие-то тексты. Нам необходимо изучать несколько комментариев по каждому тексту. Нам необходимо изучать словари и быть очень настойчивыми и очень тщательными в том, что мы делаем, потому что мы переводим. Нам необходимо прилагать всю силу своих способностей, делать все, что в наших силах. И это то, что называется, что нам следует обладать смелостью стать держателем линии перевода. Именно при таком подходе, при таких усилиях эти наставления мастеров прошлого не будут утеряны. И поскольку на переводчике лежит большая ответственность, и когда мы принимаем этот груз ответственности, мы несем эту ответственность перед людьми будущего. Мы не переводим ради славы, ради обретения чего-то для себя. Вместо этого нам следует думать, что мы переводим ради блага всех существ. И на этом, возможно, достаточно на эту тему. И сейчас перейдем к следующей теме, которую хотел бы изложить. В первый день учения я сказал вам о главных комментариях, на которые мы будем опираться в учениях по 30 страхов. Я сказал, что это комментарий трактата Суэнцаня, который называется «Обоснование Читаматеры». И как дополнительный текст — это разъяснение комментария Суэнцаня, который составил мастер Гуйцзи. И, и сегодня я хочу перейти к этой следующей теме и рассказать о видении, которое содержится в трактате Гуйцзи, видении трактата Сюаньцаня. Но перед тем, как мы посмотрим на то, что сказано в этом видении Гуйцзи, нам также следует узнать, кем он был, кто это такой, почему он так важен. Даже до того, как мы поймем, кем был Гуйцзи, нам также следует понять, кем был его учитель Сюаньцань. Почему? Потому что Сюаньцань, возможно, является самым влиятельным
деятелем в истории китайского буддизма. Если вы назовете имя Сунь Цзяня любому китайцу, не будет, и среди них не будет никого, кто бы когда-либо не слышал о нем. Сунь Цзянь очень известен своим трактатом о путешествии на Запад, также все эти истории об обезьяне и свинье, которые китайцы узнают с детства. Именно поэтому они все в основном знают, кто такой Сунь Цзянь. И, возможно, нет никого, кто был бы более известным, чем Сюань Цзянь. Однако, что касается его истории жизни, я расскажу об этом позже, когда я буду а, делать введение к самому трактату 30 строф. И поэтому сегодня я начну с, с того, чтобы рассказать о жизни его ученика, мастера Куидзи. Говорится, что Куидзи родился в 632 году. И в Китае у людей несколько имен, поэтому у него было семейное имя, либо имя рода. Его родовое имя было Ючи. И кроме того, его мирское имя было Хонг Тао. И он родился в месте по имени, под названием Шинчжао. Это городок Чанган в Шинчжао. Сейчас это провинция Шаньси и город под названием Ксиян. Итак, Куинзи был одним из самых выдающихся мастеров во время правления династии Танг. Был также одним из основателей школы Читаматры в Китае. Он известен под многими именами. Иногда его зовут Линчи, иногда Шанди, Дянди, Диши или просто Ди. И в более поздний период своей жизни он был известен под именем Куидзи. Но кроме этого у него еще было такое почетное имя, титул, который звучит на китайском как Чен Даши, что означает «великий мастер монастыря Чиен». Чиен — это храм и монастырь, и Даши означает «великий мастер», то есть великий мастер храма Циян. И он принадлежал к роду военных. Все его предки по мужской линии, они все были генералами. Это была очень влиятельная семья Китая, очень влиятельный род. Все его предки, дедушка, отец, дядя, все они были генералами, все они были очень известны. И кроме того, в этом трактате, который называется «Жизнь выдающихся монахов»,
Говорится, что в его жизни было много волшебных, важных, выдающихся событий. И также описываются все его предки по отцовской линии. И некоторые из них были главнокомандующими, то есть очень важными военными генералами династии Танг. Говорится, что в династии Танг было 24 великих министров, и этот прадедушка его Кодзи был одним из этих 24 министров, военным министром. Кроме того, в китайской традиции в на каждых воротах выставлялись защитники врат, охранители врат. И у нас есть традиция, как мы рисуем этих охранителей врат. И то, как их изображают как говорится, на самом деле выглядели эти великие генералы династии Танг. И поскольку они так, их вид был таким внушающим, внушительным. Почему? Потому что эти охранители, которые стояли на входе в царский дворец, дворец императора, они никого не пускали во дворец. И говорят, что так как изображают этих охранителей врат, один из образов он как раз и связан с предком Кодзи, с великим генералом династии Танг. И сейчас вернемся к этим особым событиям, которые сопровождали рождение и жизнь Кодзи. В этом трактате жизни выдающихся монахов говорится о том, что когда его мать, которую звали Бэй, перед его рождением она видела сон, что она проглотила диск Луны, и эта Луна была размером с ладонь. И эту Луну она проглотила. И вскоре после этого Кодзи народился. Говорится, что с ранних лет он отличался от других детей. Он был очень умным ребенком. Он мог запомнить, выучить на память очень много текстов. И он выучил на память много китайских текстов. И в основном все эти тексты, они были не буддистские, они касались истории, жизни, деятельности великих генералов прошлого, что соответствовало традиции его семьи. Все его предки были генералы. И, как говорится, генералы, они очень прямолинейные люди, они очень прямолинейные. Кроме того, они не сдержаны, они такие пылкие. И он не похож был на них. Он был очень особенным, очень умным и таким очень ярким ребенком. И когда Сюань Цянь впервые встретился с Кодзи, он был очень удивлен. Говорится, что это произошло в то время, когда Сюань Цянь путешествовал и шел пешком по полю.
он встретился с Куйди, он увидел, что этот ребенок, он был очень красив. Кроме того, он вел себя очень хорошо. И тогда Сюань Цянь подумал, что он не похож на сына генерала, и он отличается от всех других. И кроме того, Сюань Цянь мог увидеть, что у него была очень глубокая положительная кармическая связь с Куйдзи. И он подумал, если я смогу принять его в ученики, тогда у меня будет тот, кому я смогу передать свою линию. И также в тот момент, момент этой встречи, Сюань Цянь вспомнил, что когда он возвращался из Индии, он встретился с одним аскетом. Скорее всего, это был джайна, джайнский аскет, который сделал предсказание и сказал, что когда ты вернешься в Китай, ты встретишься с ребенком, который будет обладать внутренним сиянием. Это то, что он предсказал. И когда Сюань Цянь увидел Куйзи, он вспомнил это предсказание, что когда я вернусь в Китай, я встречусь с выдающимся учеником. Он подумал, наверное, это тот ученик, о котором говорил этот аскет. Поэтому он был очень счастлив по этому поводу. Он отправился к отцу Куйди и выразил свою надежду, что Куйди сможет стать монахом и стать его учеником. Однако, как я уже отметил, Куйзи принадлежал к линии генералов, и это генералы, которые защищали императорскую династию Танг. Поэтому в его семье все надеялись, что он продолжит эту традицию. Никто не собирался отдавать его монашество. И но поскольку Сюань Цянь был э, таким известным, его отец не мог отказать ему, и поэтому он сказал Сюань Цянь: «О, вы не знаете моего сына? Мой сын очень грубый, очень неуправляемый. Очень сложно для такого, как он, стать монахом и зародить в себе почтение к истинной дарме». На это Сюань Цянь ответил, а, что нет никаких проблем. Он твой сын, поэтому у него такие черты, как я это описал, но мне нравится, какой он, как он себя проявляет. Поэтому я бы хотел, чтобы он стал моим учеником, чтобы он стал монахом. И в конце концов отец согласился, чтобы Куэдзи стал монахом. Но что касается самого Куэдзи, он отказался. Он отказался очень, очень так активно. Он сказал, что я не хочу быть монахом. Но Сюань Цянь возвращался снова и снова, уговаривал его, и в конце концов у Куэдзи не осталось выбора. И когда у него исчерпались любые аргументы, он очень разозлился и сказал: «Я не хочу быть монахом, ты заставляешь меня. Если я соглашусь, то у меня есть 3 условия. Если ты не примешь эти 3 условия, я не стану монахом. Первое условие. Я не хочу отказываться от пристрастий. К примеру, я не хочу отказываться от моего желания к женщинам. Я хочу делать то, что я хочу.
с ними, хочу наслаждаться чувственными удовольствиями. Э, Он был таким привлекательным внешне, что это можно было понять, что он не хотел отказываться от чувственных желаний. Второе условие, которое он выдвинул, было: я не буду отказываться от мяса, я хочу есть мясо. И монахи в Китае не ели мясо, но Кузи сказал: я буду продолжать есть мясо. И третье сказал, что я не буду отказываться от пищи после полудня. Как вы знаете, монахи не едят после полудня в китайской традиции. Но Гузи сказал: я буду продолжать кушать пищу после полудня. Итак, у меня такие три условия. Если ты их примешь, я стану монахом, если нет, то нет. И Сун Цяню не было другого выбора, как согласиться. И Кодзи тогда последовал за Сун Цянем, поскольку он разрешил ему иметь все эти три свободы, о которых он попросил. Говорится, что когда Кодзи приехал в монастырь, он привез с собой 3 повозки с различными вещами, которые он хотел, чтобы были при нем, когда он станет монахом. Он привез кучу разных вещей, и со всеми этими вещами он приехал, чтобы стать монахом. Именно поэтому люди прозвали его монахом с 3 повозками. Это говорится, в описании говорилось, что в первой повозке было много красивых женщин. Во второй повозке было много мяса и алкоголя, а в третьей много дармических, небуддистских текстов. Это описывается в хрониках династии Сунг. Обычно, если кто-то становится монахом, он отказывается от всего и, отрекшись от всего, принимает монашество. Однако Кузи вместо этого привез с собой 3 повозки разного добра, и именно поэтому его прозвали монахом с 3 повозками. Это было такое прозвище, такое имя, такое привилегированное принятие монашества. И он стал известен под этим прозвищем монах с 3 повозками. Однако в другом источнике, который называется «Жизнь невыдающихся монахов», это трактат династии Сунг. В этом трактате цитируются слова самого Кузи из трактата о сложных местах, трактата, обосновывающего только ум, Читаматру, о котором я уже говорил. И в этих воспоминаниях самого Кузи он говорится, что в жизни он пережил много взлетов и падений, и много трудностей. К примеру, что когда ему было 9 лет, он терял всех родственников, ближайших родственников, то есть родителей и других ближних родственников. Говорят, что его мать умерла, когда ему было 9 лет, и других родственников он также каким-то образом терял. И он вырос один, фактически как сирота. И он с такого раннего возраста он познал страдания и зародил в себе отречение от мира и
когда ему исполнилось 17 лет, он выразил желание отречься и стать монахом. Если то, о чем пишет сам Кодзи, правда, то это прозвище монах с 3 повязками является ложью. Как бы там ни было, важно то, что когда Кодзи исполнилось 17 лет, он принял монашество и стал учеником Сюан Цаня. Возможно, эти различные свидетельства о его жизни требуют дополнительного исследования. И когда Кодзи стал монахом, сначала он стал монахом в храме под названием Гуанфу. Это название переводится как «храм обширной заслуги». И он был таким умным, таким ярким, что он также присоединился к великому храму Циен вместе с Сюанцаном. И затем, когда ему этот храм Циен, это место, где жил Сюанцан, это название Циен переводится как «сострадание», то есть это храм великого сострадания. Затем, когда ему исполнилось 23 года, он принял обеты Бодхисаттвы и также изучил индийские языки, такие как санскрит. И он был таким умным, что он был таким усердным в изучении Писаний и познании смысла учений, что он очень быстро изучил эти Писания на санскрите, обрел способность читать тексты на санскрите. И благодаря этому все очень его хвалили и удивлялись его способностями. Люди говорили, что он отличается от всех других молодых людей. И в результате, когда ему исполнилось 25 лет, он начал работать над переводами, начал переводить. И, возможно, это произошло как в результате декрета императора, поскольку он стал помощником Сюанцаня, и он был самым младшим из всех помощников. И несмотря на свой молодой ранний возраст, ему позволили участвовать в этой работе в переводческой школе. Как я уже рассказал, все эти участники переводческой школы, они были выдающимися учеными, самыми яркими умами своего времени. Поэтому, если Куйдзи разрешили работать вместе с ними в таком раннем возрасте, 25 лет, для этого должны были быть какие-то особые причины, его особые выдающиеся способности. И говорится, что он очень быстро выучил на память все главные 30 текстов, которые являются главными текстами для традиции Махаяны. Кроме того, он был наиболее усердным в записях, которые он делал во время любых учений, которые он получал. И благодаря этим заметкам он, по сути, писал комментарии, составлял комментарии со слов своего учителя Сунцаня по всем этим трактатам, которые он от него получал. И
Я уже, я уже говорил вам, что у него было много имен. Одно из этих имен — это мастер 100 писаний. И причина, по которой он известен как мастер 100 писаний, как раз и связана с тем, что он был очень усердным в составлении заметок, записей по тем учениям, которые он получал. Тогда, в то время, не было никаких записывающих устройств, поэтому все учения, которые даровались, необходимо было записывать. И он записывал все учения, которые получил. И также он обладал выдающимися способностями в сочинительстве, в сочинении собственных трактатов, комментариев, разъяснений. И его сочинения основывались на этих очень детальных заметках, которые он делал во время получения разъяснений своего учителя Сунцзяня. Эти заметки он дополнял своим комментарием, и именно в истории говорится, что Сунцзянь посвящал день и ночь дарованию учений по текстам, которые переводились. И все это начиналось примерно в 8 утра. В 8 утра Сун Цзянь начинал даровать учение по тексту, который переводился в тот день. И в это время все присутствующие монахи, все помощники, они должны были записывать, транскрибировать все, что он говорил. И из всех этих людей заметки Кудзи были наиболее выдающимися. У него была особая способность делать записи, транскрибировать все учения Сюань Цяня. И именно это стало основой для его комментариев, поскольку он взял эти заметки как основу и дополнил их собственными разъяснениями. Именно благодаря этому у нас есть возможность понять писание самого Сюаньцаня, учения Сюаньцаня. Почему? Потому что заметки Кудзи — это слова самого Сюаньцаня Дадо, чему он сам учил. И Кудзи передавал это в неизмененном виде, то есть он никак не, не изменял их, э, никак не менял их, лишь комментировал их. И после того, как Сэн Цэнь умер в Китае, записки Хуэцзэ стали наиболее важными в сохранении традиции Сунцзяня. Почему? Потому что все опирались на них как на главный источник знания о том, о чем учил Сунцзянь. И среди всех работ Козы есть одна работа, которая называется Цзи Луншудзи. И в этом тексте он говорит, эти выдающиеся совершенные учения сейчас превратились в ничто. Именно поэтому я хочу записать смысл этих учений, которые я изучил в прошлом. И после того, как Сун Цзянь умер, а, его Кодзи продолжал жить в монастыре Цзиен, и у него было много учеников. И он приложил много усилий к распространению философии Читаматры. И поэтому также многие люди начали называть его мастером Цзиянг. И на протяжении всей
Поэтому Кодзи считается основателем автономной школы Читаматры в Китае. И, однако он сам не любил, когда его так называли во время того, как Сунь Цянь был еще жив, не было какой-то отдельной автономной школы Читаматры. Это, это была школа проявлений явлений. И, возможно, эта школа проявления явлений Читаматры, она возникла после смерти Цинцяня, и поэтому считается, что ее формальным основателем был как раз Куэцзи. И на протяжении всей своей жизни Куэцзи написал много выдающихся трактатов. И говорится, что число этих текстов превышало сотню. Поэтому он известен под именем «Мастер сотни текстов». Из этих 100 трактатов 44 были очень известными. И из этих 44 до наших дней дошли 24 текста. И я хотела дать перечень всех его работ. Однако у меня есть этот перечень на китайском, и это бы потребовало много времени перевести название на тибетский. И кроме того, эти тексты не переведены на тибетский, поэтому просто знать их название для вас не будет иметь большого смысла. Как бы там ни было, следует запомнить, что он а, сочинил много трактатов, и разброс тем, на которые он писал, он очень обширен. То есть он писал на тему колесницы основы Шривакаяны, также на тему Праманы и на тему сутры, Читаматры и так далее. Однако из всех этих тем самыми важными трактатами, которые он написал, были трактаты по Читаматре, школе только ум. И говорится, что нет ни одной сутры, либо великого индийского трактата по Читаматре, по которым бы Куэцзи не написал свой комментарий, не составил свой комментарий. Как я уже говорила, он всего есть 11 были известных сутр и шастр, которые являются основой для Читаматры. И для всех них Куэцзи написал комментарии. И кроме того, что Куэцзи комментировал индийский текст, он также комментировал китайские трактаты, составленные в ранний период переводов, например, трактаты Парамарты. И среди этих комментариев есть очень длинные трактаты. И из всех индийских мастеров Куэцзи прежде всего преимущественно писал комментарии на трактаты Читаматры Асанги Васубанду. Кроме того, он комментировал комментарии Читаматры Дharmapala, и он перевел этот трактат Дharmapala под названием. Он участвовал в переводе трактата Дharmapala, который в результате превратился в трактат под названием «Трактат доказ, обосновывающий только ум». Вы помните историю о том, что он предложил Сянцаню составить синтетический комментарий на основании всех 10 великих комментариев. И кроме того, Куэцзи был автором 4 авторитетных комментариев на этот трактат Дharmapala.
Сюаньцаню. И эти 4 комментария, они очень длинные, они составляют 36 томов Писания. И самым известным его комментарием является как раз это разъяснение а, и разъяснение сложных, сложных аспектов. Это самые длинные комментарии, они все больше 4 томов. Кроме того, есть еще 2 трактата, которые составляют 2 тома. Первый — это краткое разъяснение, и в котором Кузи опирается на комментарий Сюаньцаня. И, и если мы взглянем на философскую позицию Кузи, то вначале он полностью опирается на философскую позицию Сюаньцаня, то есть он был верным учеником, который придерживался его воззрения. И в результате Писания Куэци стали главной основой изучения в школе Циен, монастыря Циен. И кроме его работ по Читтамадре, Куэци написал комментарии на 2 индийских трактата, которые перевел с санскрита Сюаньцань. Это трактаты по прамане. И в китайской традиции они очень известны. И первый из них — это 6-томный комментарий на введение в праману. И второе — это заметки по введению в праману. И он также Кузи учил прамане. И эта линия передачи учения праманы в Китае перешла от Кузи к его ученику по имени Худжао. И он был вторым держателем, и затем он передал эту линию ученику по имени Шижу. Шижу является третьим держателем, после чего эта линия передачи перешла в Японию. И эта традиция передачи праманы в Китае, а также в Японии, она поддерживается до наших дней. Итак, я думаю, этого достаточно на сегодня, поэтому давайте на этом закончим и посвятим заслугу